Приветствую, смотрители, подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 17 февраля. Это у нас четверг. Мы с вами смотрим события дня для всех знаков зодиака на колоде «Цыганский пасьянс». Так, начинаем с Овнов. Овны первые. Смотрим. Овны. 17 февраля, четверг, события дня. Первое, вижу тайное свидание, какая-то тайная встреча, может быть. Цыпленок, это может быть общение с детками в этот день у вас, или еще как вариант появления чего-то нового в жизни. Интимная связь. Свидание. Да, вот смотрите, тайное свидание, просто свидание. Якорь. Вы можете провести где-то много времени в одном месте по якорю или что-то закончить, доделать в этот день. Деловые отношения. Так, и проверяем периметр. Здесь нет. Будильник нельзя, уже якорь держит. Ножницы можно. Ножницы — это решится какое-то дело у вас. Так, смотрим, получается. Первое, это тайное свидание может быть в этот день. Общение с детками, интимная связь, свидание. Что-то получается закончить, доделать или провести где-то много времени в одном месте. Решаются вопросы, да, рабочие, и деловая встреча, рабочая встреча какая-то. Так что вот такой у вас день, да, тут и по работе успейте все сделать, и личной жизнью заняться, судя по свиданиям. Благодарю за внимание. Овны, перехожу к тельцам. Так, смотрим, тельцы. Что у вас? 17 февраля. События дня для тельцов. Покажите мне, пожалуйста. Первая разлука, у вас выпадает чемодан. Деловые отношения. Мешок с деньгами — это траты. Для кого-то проигрывается как и получение. Хорошие новости. Ключик. Это все в ваших руках.
Свидание нельзя. Неприятность также может быть. Пустые разговоры. Получение новостей. Смотрим периметр. Здесь нет, здесь нет. Флаг нельзя. Нет. Нет. Интимная связь тоже нельзя, уже держит это событие. Мне нужно перевернуть, чтобы положить эту карточку. Так, значит, получается у вас разлука, расставание с кем-то. Вы можете кого-то встречать или провожать с чемоданом, или сами уезжать. Деловые отношения. Событие, связанное с деньгами. Да, то есть это либо получение, либо траты. Хорошие новости, все в ваших руках, для вас нет никаких преград. Неприятность также может быть. Вот тут надо быть осторожными, да, то есть нужно следить за своими действиями, чтобы постараться ее избежать. Да, то есть неприятность, когда мы что-то из-за своих ошибок, да, вот делаем, и потом приходится справляться с этим. Пустые разговоры и получение новостей. Еще, да, вот может какие-то новости придут. Причем у вас здесь есть новости хорошие, да, и просто новости. Возможно, это будет одно событие. Проиграется как одно. Так что, тельцы, вот такой у вас день насыщенный событиями. Благодарю за внимание. Перехожу к близнецам. Так, близнецы. Смотрим. 17 февраля. Четверг. События дня для близнецов. Первое, у вас сразу нерешенное дело есть какое-то. Сундук получения прибыли. Гости могут быть у вас, или вы пойдете в гости. Письмо нельзя. Якорь показывает, что вы можете что-то закончить, доделать. Или провести много времени в гостях. Так тоже может быть. Смотрим периметр. Флаг. Только мне тут надо немножко сейчас все передвинуть. Победа. Какой-то результат, достижение, выигрыш. К
Кстати, может быть выигрыш, да, приз за победу. Так, и здесь нет. Получается у вас, смотрите, есть нерешенный вопрос какой-то в этот день, да, вот что-то не получается решить, да, то есть он так и остается открытым, так сказать, этот вопрос. Затем у вас есть победа, выигрыш, получение прибыли, наличных, да, денег, может быть, гости и якорь показывает, что вы проводите много времени, да, где-то в одном месте. Либо там, где у вас, да, идут какие-то соревнования, либо, может быть, в гостях, как вариант. Так что, близнецы, вот такой у вас день, да, то есть единственное не очень хорошее событие, это вот вопрос какой-то, который хотелось бы решить, но не получается. А так все остальные события замечательные. Благодарю за внимание. Перехожу к ракам. Так, все возвращаем на места и смотрим. Раки. События для вас. 17 февраля. 17 февраля, четверг. 17 февраля, четверг. События для раков. Так, смотрим. Что тут у вас такие карточки непослушные? Успех. Подарок нельзя уже. Деловая встреча. Какая-то встреча пройдет, наверное, очень успешно. Небольшая ссора. Метла показывает. Гости. Может быть, в гостях. Небольшая ссора. Победа. Результат. Тайна. Смотрите, может открыться какая-то информация вам в этот день, да, какой-то секрет. Может быть, из этого секрета ссора, как вариант. Еще замочек проигрывается, как что-то закрыто. Да, но есть ключик. Даже если что-то будет и закрыто, вы точно найдете способ попасть туда, куда вам нужно. Или же еще благодаря ключику, да, вот как раз открываются вот эти тайные секреты, да, то есть то, что было спрятано, открывается. Свечи. Свечи показывают надежду, оптимизм. Ну, тут и понятно, да, то есть когда после успеха рядышком идет сразу положительный настрой. Деловые отношения. Деловая встреча, деловое общение. Так, и здесь нет совпадений. Получается, смотрите, у вас событий много, рассказываю по очереди, как выпадали. Значит, успех, позитивный настрой, деловая встреча, общение, гости, ссора, победа, достижение, результат какой-то, открывается тайна, секрет,
И ключ показывает, что все в ваших руках в этот день. Да, то есть перед вами нет никаких преград. Да, то есть, видите, у вас все получается, успех, победа. То есть все будет удаваться в этот день. Так что, раки, вот такой вот замечательный день получается. Четверг. Благодарю за внимание. Перехожу к львам. Так. Сейчас все вернем на место и будем смотреть львов. Левушки, что у вас? 17 февраля. Февраля, четверг, львы. Покажите мне события. Хорошие новости. Первое у вас выпадает. Первое событие. Сразу же отличное настроение. Следом идет. Солнышко довольны, счастливы. Общение с другом, с подружкой. Ну, это может быть, допустим, там встреча, созвон, да, переписка, то есть какой-то контакт. Также есть еще победа у вас в этот день выпадает. Будете побеждать. Так. Смотрим периметр. Что здесь? Ключ. Прекрасно. Есть еще и ключик, который показывает, что в этот день все у вас будет удаваться, все у вас будет получаться, все в ваших руках. То есть для вас нет никаких препятствий, да, то есть нет закрытых дверей в этот день. Так, смотрим здесь. Нет, нет, нет совпадений. Больше не вижу. Значит, первое, что было, хорошие новости, затем хорошее, отличное настроение, общение с другом, подружкой, все в ваших руках в этот день и какая-то победа, результат. Вот такой классный день, львы. Благодарю за внимание. Перехожу к девам. Так, смотрим, девы. 17 февраля. 17 февраля. Четверг. События дня для дев. Покажите мне, пожалуйста. Первое сразу событие у вас, событие в доме.
Может быть, не обязательно у вас в доме, может быть, в роду, в семье. Да, то есть у кого-то, у родственников, например, события, вас могут позвать. Обман может быть. Так, сундук не получается. Да, видите, и гости выходят. Так что попадете на какое-то событие в гости. Исполняется желание ваше в этот день. Да. Если есть у вас какое-то желание, вот как раз в четверг. Завистники. Злые языки. Подарок. Похоже, эти завистники будут, наверное, в гостях. И да, будут как-то пытаться вас ужалить. Может быть, родственники какие-то. Так, смотрим периметр. Здесь нет. Нет. По периметру не вижу для вас совпадений. Получается событие в доме, затем гости, подарок. Да, это, скорее всего, вот одно проиграется как одно событие. Событие, гости, подарок. Затем идет обман рядышком с событием. То есть, скорее всего, вот этот обман и змеи, я так понимаю, тоже произойдут в гостях. Будут. Эти змеи будут в гостях, и, возможно, эти змеи, да, вот что-то там расскажут, какую-то историю. Эта история будет обманом. Да, как-то что-то приукрасят, возможно. И также еще в этот день исполняется какое-то ваше желание. Вот такой день получается, девы. Если, да, удастся избежать обмана и не будете обращать внимание на змей этих, да, с длинным языком, то, в принципе, день очень даже замечательный получается. Благодарю вас за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Если вам нужна вторая часть, как ее можно найти? Первый вариант. Под этим видео есть ссылка на вторую часть. Второй вариант. Вы можете на моем канале Таро Дома также найти в плейлисте «Карта дня». Да, там есть все части всех карт, которые я пишу. И еще, как вариант, вы можете мне в комментарии под этим видео оставить, написать: мне нужна ссылка на первую часть, и я вам ее просто оставлю в комментарии. Можно и так. В общем, жду вас во второй части.